гинеколога. Оказывается, узкие брюки и джинсы опасны для нашего хрупкого женского здоровья. Как выяснилось, ставшая повседневная одежда способна превратить здоровую женщину в постоянную пациентку врача-гинеколога. Эта новость просто валит наповал. Оказывается, брюки не только внешне, но и внутренне способны превратить женщину в мужчину. У тех дам, которые отвергают юбки, подавляется выработка женских гормонов и начинает главенствовать тестостерон. Когда женщина начинает носить брюки, то вместо того, чтобы из тестостерона, из мужского полового гормона синтезировать женские, тестостерон из яичника начинает попадать в кровь. В силу того, что брюки раздражают вот ту самую область промежности и внутренней поверхности бедра, которую обычно нельзя раздражать ничем. Оглянитесь по сторонам, приглядитесь к своим сестрам и подругам. У многих девушек откладывается жир по мужскому типу. Не на бедрах, а на талии. И сегодня не редкость встретить девушку в джинсах с узкими бедрами и выпирающими боками. А по всем правилам физиология предполагает у женщин совсем другой тип фигуры. Узкая талия и пышные бедра. Чем больше тестостерона в крови, тем меньше тестостерона для образования женских половых гормонов. То есть со временем женские половые гормоны просто перестают образовываться. Очень часто нарушается менструальный цикл. У каждой второй, третьей девушки бывают эпизоды нарушения менструального цикла. Более того, тестостерон для женщины – настоящий наркотик. И это не преувеличение. Под воздействием постоянного трения, которое вызывает брюки, тестостерон вырабатывается постоянно. Причем, если вы все-таки откажетесь от брюк и перейдете на более женственные наряды, понадобится немало времени для восстановления естественных женских функций. Ношение брюк мамами приводит к повышению количества гомосексуалистов. Это патология не наследственно обусловлена, она не передается по наследству от мамы к детям, она врожденная, она обусловлена тем, что у мамы во время беременности высокий тестостерон, который влияет на закладку половых органов как мальчика, так и девочки. И даже зимой отказываться от юбок не стоит. Вы что больше предпочитаете, джинсы или юбки носить? Платье, джинсы. А почему? Ну, у них удобней. Брюки. А почему? Не знаю, удобнее, потеплее. То, что зимой в брюках теплее, это всего лишь навсего наши женские отговорки. Удивительно, но факт. Вы меньше замерзнете, одев в морозы юбку. В этом случае юбку можно сравнить с варежками, а брюки с перчатками. Тестостерон, как гормон агрессии у мужчин, который выбрасывается перед боем, перед дракой, он снижает болевую чувствительность. Он просто снижает чувствительность. Если девушка замерзает в брюках, она этого просто не почувствует. Тогда как если она замерзает в юбке, она почувствует очень быстро. Поэтому переохлаждение в брюках наступает чаще, но оно не замечается из-за того, что снижена чувствительность.